Мошенники похищают у жителей республики миллионы рублей. С начала года злоумышленники выманили более 1,5 миллиарда. Почему люди отдают свои сбережения, оформляют кредиты? Давайте поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Алексей Солодянкин, в Рио начальника управления уголовного розыска МВД по республике Башкортостан. Алексей Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня с вами обсуждаем тему, которая касается вот хотя бы косвенно, но, наверное, коснулась практически каждого, через одного однозначно. Вот давайте поговорим сегодня схемы мошеннические, да, изощрения изо дня в день. Мы с вами уже обсуждали потом, что вот была такая схема, когда атаке подверглись выпускники школ, которым предлагали чуть ли не купить ответы ЕГЭ и так далее. Вот какие еще есть схемы? Да, вы верно подметили, мошенники с каждым днем совершенствуются. На сегодняшний день самыми основными способами по-прежнему являются это первые звонки от имени служб безопасности банковских организаций, сотрудников правоохранительных органов, таких как МВД, ФСБ, Следственный комитет и так далее. Мошенничество под предлогом получения доходов от инвестиций и, соответственно, мошенничество, связанное с вступлением в контакт с потерпевшим от имени руководителя госучреждения. Они, то есть, подделывают официальные аккаунты в Telegram и вступают в переписку, так как вся информация содержится в интернете, убеждают потерпевших перевести денежные средства под видом оказания определенных услуг или иной необходимости. Ну вот давайте, вот у нас три способа, да, три схемы, условно мы их подразделяем, да, это одно, это банковские сферы и так далее, спецслужбы, второе это инвестиции, и третье это руководители звонят. Вот первый способ, да, вот их мошенничество, первый способ обмана. На что здесь обратить внимание прежде всего? Ну, основное ключевое здесь слово это безопасный счет, да, их не существует в принципе ни в одной организации, то есть банковской организации. Все денежные средства, которые, то есть если происходит сомнительная операция по счету клиента, она блокируется автоматически. Ни один банк не звонит клиенту напрямую, не сообщает данную информацию. Вот. По второму способу, то есть где инвестиции, здесь ключевой момент, то есть когда человек в поисках либо работы, как правило, либо увеличения дохода личных сбережений, от личных сбережений, в интернете находит различные подобные объявления и, соответственно, связывается с, так скажем, работодателем и в последующем склоняет к тому, чтобы попробовать себя на рынке ценных бумаг, на фондовых рынках. Либо они получают доступ к личному кабинету потерпевшего, либо они дистанционно проводят обучение и после этого, уже вводя его в заблуждение о том, что все операции его определенно приносят какую-то прибыль, да, у него операция успешная, клиент переводит все свои сбережения, первое, второе, он уже занимает денежные средства и оформляет кредиты. Вот. Таким образом, суммы достигают по этим преступлениям от 5 до 15 миллионов и, может быть, больше. Все зависит от финансовых возможностей потерпевшего. То есть вот здесь вот самый главный урок: легких денег не бывает. И поэтому инвестиции за пару часов научиться? Да, это практически невозможно. Очень много рекламы в интернете различной, да, как можно стать успешным брокером за 3 часа, но мы прекрасно знаем, что это невозможно, этому надо учиться годами. То есть все эти объявления различного характера и рода, они нацелены на то, чтобы максимально похитить деньги у наших доверчивых граждан. И если вдруг начинают писать руководители, это уже о третьем способе, да, вот как здесь быть? В первую очередь, надо вообще убедиться, руководитель ему пишет, несмотря, как бы не был идентичный этот телеграм-аккаунт, в первую очередь надо вживую позвонить этому руководителю и убедиться. Да, если раньше мы, то есть, знали, что можно подделать абонентский номер, да, есть специально для этого приложение, на сегодняшний день могут подделать и голос мошенники, могут подделать и изображение. И этой информации очень много в интернете, как это все делается. То есть способов много, то есть главное в первую очередь вживую убедиться визуально, что идет переписка с руководителем. Ну и по сути руководитель никогда не попросит сделать те или иные манипуляции с денежными средствами в целях какой-то выгоды. Алексей Георгиевич, ну вот мы все понимаем, да, вот вы говорите, как мне кажется, по крайней мере в эту минуту, что это очевидные вещи, они логичные, они понятны. Но что заставляет людей, причем людей самых разных, да, возрастов, профессий, социального положения, все-таки попадаться на обман?
Первое, это, скорее всего, страх потерять личные сбережения. Второе, это жажда легкой наживы, как вы сказали, легких денег, приумножить свои сбережения. У нас, как правило, вот по инвестициям преимущественно попадаются жители 40+. То есть это рабочая категория граждан и пенсионеры. То есть и у тех, есть к этому возрасту уже определенные сбережения, да, которые хотелось бы куда-то вложить, чтобы приумножить их. А как вот дети могут обезопасить своих родителей? Вот как раз вот пенсионного возраста, предпенсионного. А каким образом, что нужно сделать? Как думаете? Какие-то, может быть, есть профилактические меры? Да, мы эти профилактические меры и принимаем уже активно, достаточно проводим работу с населением, выезжаем в трудовые коллективы, то есть доводим всю информацию, в том числе, как не попасться в сети на мошенников. Это в первую очередь, если поступают звонки с подобной информацией о том, что по счетам происходит сомнительная операция, необходимо перевести деньги на безопасные счета, но в первую очередь надо здесь прекратить телефонный разговор и позвонить на горячую линию банка. Второе, это если поступил звонок под видом продления действия тарифного плана, как правило, звонят, представляясь сотрудниками оператора сотовой связи, сообщают, что необходимо продлить действие тарифного плана, и для этого достаточно лишь просто продиктовать код, который придет в виде СМС. То ни в коем случае тоже нельзя делать, необходимо прекратить разговор, потому что если мошенники получают доступ с использованием кодов в личный кабинет госуслуг, дальше информация, то есть изменяется в этом личном кабинете, они могут оформить микрозаймы. Алексей Георгиевич, а если все-таки вот подвергся человек обману? Ну вот случилось, что делать? В первую очередь необходимо позвонить на горячую линию банка, в котором был открыт счет, и далее позвонить незамедлительно в полицию, либо по телефону 102, либо обратиться в ближайшее отделение. Возникают же разные психологические проблемы, да, вопросы, ну вот стыдно признаться. Не все говорят, наверное, не все об этом сообщают. Ну, практически все сообщают. Даже сообщают о том, что их пытались обмануть мошенники, учитывая, что информация все-таки до населения доходит, и они знают о современных способах совершения мошенничества. Именно в последний момент, перед тем, как перевести денежные средства, они понимают, что уже общаются с мошенниками. Но, к сожалению, это не такое большое количество граждан, как хотелось бы. Можно ли вернуть деньги? Если своевременно обратиться в полицию, либо в банк, о том, что произошло мошенничество, то высока вероятность того, что денежные средства будут арестованы по постановлению следователя, либо по заявке банка. Есть разные схемы именно реализации, воплощения. Вот были такие случаи, когда курьеры занимаются доставкой от денег, например, обманутого к банкомату и так далее. Вот как они? Действует ли еще эта схема? Кто да, эти люди? Эта схема действует, она очень активно действует и, как правило, участвует в этой схеме в основном молодежь. Студенты, школьники были случаи. То есть основной способ здесь это звонки на стационарные телефоны, как правило, в принципе, престарелых граждан, сообщают о том, что родственник попал в беду, в ДТП или так далее. И для решения вопроса необходимо передать денежные средства якобы сотруднику полиции, который придет, он же является и курьером, соответственно, бабушки наши передают денежные средства. Для того, чтобы создать более реальную картину, они еще просят передать определенное количество личных вещей на первое время. Бабушки все эти передают курьерам, и курьеры в последующем уже перечисляют денежные средства. Но порядка 70% преступлений этих все у нас раскрыты, курьеры задержаны. Большая часть этих курьеров были заключены под стражу. Какое наказание им грозит? Все зависит от суммы ущерба причиненного, от тяжести. То есть от 5 до 10 лет. И реальные вот уже приговоры вынесены? Были случаи, да, уже, когда реально приговаривали к реальному сроку, к лишению свободы. Алексей Георгиевич, и понятно, что сейчас и профилактические меры идут, да, вот какие меры будут предприняты, может быть, на законодательном уровне, или вот какие-то банки? В ближайшее время, с 25 июля, вступает в силу закон, когда в случае проведения мошеннической операции, то есть наступает период охлаждения на срок 2 суток. То есть будет возможность подумать гражданину, туда ли он перевел денежные средства или не туда, то есть и своевременно предпринять меры к их сохранению. А как этим можно будет воспользоваться?
Это нужно будет непосредственно обратившись в банк. То есть прежде чем какую-то солидную сумму переводить, можно обратиться для начала в банк, и можно будет, или эта схема еще разрабатывается? Она на стадии разработки, то есть там определенный есть алгоритм, то есть все зависит от конкретного случая. Ну и давайте под занавес нашего интервью скажем вот несколько вот таких дельных советов, да, действенных. Это не такой, может быть, совет, что берегитесь мошенников, да, именно не берите трубки с незнакомых номеров, не разговаривайте с незнакомыми. Вот именно вот такие четкие, ясные, чтобы было понятно, что вот этого делать не нужно. Ну, основное здесь, когда поступает звонок, и где ключевое слово «безопасный счет», то есть сразу однозначно прекращать телефонный разговор. И второе – это позвонить в банк по горячей линии. Если эта тема связана с инвестициями, то есть если человек хочет поторговать, так скажем, на фондовом рынке, есть достаточное количество официальных сайтов и организаций на территории республики, да, которые оказывают услуги. В первую очередь это по обучению, а второе это по предоставлению данных услуг с помощью своих сотрудников, то есть, так скажем, посредников, брокеров. Ну, третье это если поступает звонок от оператора сотовой связи с целью продления тарифа, то есть и ни в коем случае в СМС-сообщении пишется ни в коем случае не передавать персональную информацию третьим лицам. И написано там доступно, что это госуслуги, чтобы не взломали личный кабинет. То же самое прекратить разговор. А если уже, конечно, взломали личный кабинет, и это будет видно по СМС-сообщениям поступившим, необходимо сразу обратиться по телефону горячей линии госуслуг, это 8 800 100 70 10, и сообщить о происшедшем, чтобы они своевременно заблокировали личный кабинет, и мошенники не смогли оформить микрозаймы и провести иные операции против клиента. Алексей Георгиевич, тема достаточно обширная, могли какие-то моменты упустить. Что-то еще хотели бы добавить? Ну, основные на сегодняшний способ, я считаю, что мы вот рассмотрели. То есть о мошенничествах этих много можно говорить долго, их достаточно большое количество, но самое основное, я думаю, мы до наших граждан довели информацию. Алексей Георгиевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Действительно, информации много не бывает, но я надеюсь, что вот именно наше интервью, оно кому-то будет полезным для того, чтобы избежать вот таких ошибок, которые могут наложить отпечаток, и для того, чтобы все-таки все сбережения остались при себе, и здоровье тоже осталось при себе. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.